Компания Прогресс Авто приветствует вас. И сегодня у нас на обзоре мини-трактор компании Исеки Sial Hunter 253. Как видите, трактор оборудован кабиной. Функциональный трактор довольно-таки, с двигателем трехцилиндровым. Кондиционер, печка. Сейчас я вам все это покажу. Оборудован фрезой в комплекте. Фреза у нас на горизонтальном наклоне, с плавающими режимами, с автогоризонтом и так далее. Очень много регулировок по навесному. Так, состояние фрезы у нас хорошее довольно-таки. Ножи, остаток более 50%. На некоторых ножах еще, видим, не сошла краска. Также забыл сказать про быстросъем, что очень удобно для такой фрезы, которая весит довольно-таки немало и можно легко снимать. 150-я фреза у нас. Так, пройдемся по колесам. Заднее правое колесо в отличном состоянии, без видимых следов рассыхания. Передние колеса чуть-чуть похуже, есть следы рассыхания. Ну, колеса 4-6-слойные, так что проблемы в этом нет. Будут ходить и ходить. Переднее левое колесо и заднее левое идентично правому, без следов рассыхания и так далее. Кабина у нас на подушках, чтобы не заламывало. Великолепный просто обзор. Так, открываем дверцу. Хочу заметить, как закрываются и открываются двери без лишних щелчков, шума. Так, по кабине. По кабине у нас справа от водителя расположилась регулировка задней навески. Здесь у нас еще все в целлофане. То есть, ну вот оно. Все регулировки. Это и плавающего режима, это и горизонта, это и автозаглубление и так далее. Также регулировка дворниками, светом головным, заглубление и основной рычаг подъема опускания фрезы. Слева у нас расположились коробка передач. Хочу заметить, трактор оборудован гидротрансмиссионной коробкой передач. То есть можно переключать скоростя, не выжимая сцепление на ходу, без потери мощности. Пониженные и повышенные скоростя, вал отбора мощности. 3 повышенных, пониженных скорости, 8 основных. И плюс трактор у нас оборудован реверсом. Что очень удобно. Выбрали дополнительную скорость, пониженную, повышенную, и поехали на одной скорости вперед и назад. Справа у нас под рулем расположилась память подъема опускания фрезы, ручной газ, соответственно тормоза и так далее. Здесь у нас расположилась под ногами реверс фрезы, вал отбора мощности и блокировка заднего моста. Так, здесь у нас кондиционер, печка, свет, магнитофон. Что-то резко слабенько. Здесь у нас дополнительная вентиляция кабины. Техника прошла 666 моточасов. Так, давайте его заведем. Свеча накала. Заводится с полпинка. Двигатель не дымит, не коптит. Также было много вопросов по гидроусилителю руля, по этому трактору. Показываю наглядно. Гидроусилитель руля у нас присутствует.
Все это спокойно крутится, вертится одной рукой на месте, не двигаясь. Так, включаем положение вперед, поднимаем фрезу. Кстати, сейчас по фрезе покажем. Фреза поднята. Заднее стекло также у нас поднимается, опускается. И горизонт. То есть сейчас стоит функция автогоризонта. Как бы мы ее ни наклонили, она будет выставляться горизонт. Управление очень интуитивное. Сейчас включим кондиционер. Кондиционер работает, холодненьким дует, но нужно будет, скорее всего, заправить его. Печка, соответственно, работает. Так, включаем первую скорость. Ой, первую вперед. 4-я. Основная. И поехали. Очень легко поворачивается руль. Управление просто отличное. И про что я говорил, добавляем скорость без выжимания сцепления, без потери мощности. Трактор добавляет скорость. Компания Прогресс Авто, Исейки 253.